Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. В Абхазии и Южной Осетии вспоминают жертв грузинской агрессии 2008 года. Стартовал новый проект «Школа профессионального мастерства» для сотрудников и руководителей детских образовательных учреждений. В Сухуми прошел третий открытый кубок Евразии по карате-до Шотокан Рюка-ЗХ, в котором приняли участие более 200 спортсменов из Абхазии и России. 8 августа в Абхазии и Южной Осетии вспоминают жертв грузинской агрессии 2008 года. Короткая пятидневная война унесла жизни более 1000 ополченцев, воинов-миротворцев, мирных жителей, среди которых были женщины и дети. В посольстве Южной Осетии в Абхазии почтили память погибших. Сюда пришли вице-президент Батра Гунба, вице-премьер Беслан Жопо и Кристина Узган, министр обороны Владимир Ануа, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, глава представительства ПМР Гарри Купалба. Война 08-08-08, так называют ее журналисты. В ночь 7 на 8 августа 2008 года Цхинвал и близлежащие села подверглись артиллерийскому обстрелу. Накануне президент Грузии Михаил Саакашвили в своем телевизионном выступлении гарантировал прекращение любых актов агрессии. Однако уже через несколько часов грузины открыли огонь по спящему Цхинвалу и позициям российских миротворцев. Так началась пятидневная война. В отсутствие перспективы мирного урегулирования конфликта президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению грузинской стороны к миру. В Южную Осетию были направлены дополнительные силы. 10 августа российские войска, силовые структуры и ополченцы вытеснили агрессора за пределы республики. Ежегодно 8 августа в посольстве Южной Осетии в Абхазии вспоминают о тех трагических событиях. Короткая война унесла жизни более 1000 человек. Среди них ополченцы, воины, миротворцы, мирные жители, в их числе женщины и дети. 2008 год мы можем считать годом великих потерь, с одной стороны, и годом великих приобретений. Почему? Потому что после августовской войны 2008 года было 26 августа, этот день, в который были признаны независимость Южной Осетии и Абхазии. После августа 2008 года изменилась Россия, изменился Кавказ, изменился в целом мир. Мы благодарны и никогда не забудем подвиг российских солдат и офицеров, мирных граждан и защитников Цхинвала, которые сложили голову при защите Южной Осетии. Конфликт между Грузией и Южной Осетией тянется еще с 80-х годов. С 1992 года республика фактически существовала самостоятельно. Все это время Цхинвал добивался признания независимости Южной Осетии, в то время как в Тбилиси продолжали считать территорию частью Грузии. Безусловно, это кровавое событие, которое было организовано грузинскими властями, войдет в историю народа Южной Осетии. Народ Южной Осетии героически отстоял свое право жить на своей земле, развиваться. Это показатель того, что, к сожалению, грузинское государство не отошло от тех намерений, которые с 90-х годов она планомерно осуществляла на истребление народа Южной Осетии. Мы, к великому сожалению, прошли этот путь вместе. Мы не на словах знаем цену миру и, конечно же, сделаем все, чтобы сохранить мир на наших землях. Решение, принятое в тот период руководством Российской Федерации, фактически спасло наши народы от истребления. Ведь следующим объектом нападения стала бы Абхазия. И уже тогда было понятно, что вот эти зловещие планы в отношении Южной Осетии самой республикой не ограничатся, и следующим этапом была бы агрессия против республики Абхазия.
Для нас эта дата символична еще и в том плане, что была проведена уникальная по своему характеру операция принуждения агрессора к миру. Тем самым как бы Российская Федерация дала понять, что братские дружественные народы мы никогда не оставим в беде. 12 августа вооруженные силы Абхазии начали операцию по вытеснению грузинских войск из Кадорского ущелья. Результатом стало полное освобождение нашей территории от грузинских военных формирований. Таким образом, пятидневная война имела значительные геополитические последствия. И, пожалуй, самым главным стало признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. У нас общий враг, который не менял свой почерк. И в 2008 году опять же повторился. И поэтому, как один, вся Абхазия, и военные, и резервисты стали на защиту своих обязательств перед Республикой Южная Осетия, перед Братской Республикой, на защиту мирного населения. И, естественно же, тут же можно было сказать, и на защиту своей же независимости. Присутствовавшие почтили минутой молчания всех, кто отдал жизни за свободу и независимость Южной Осетии и Абхазии. Эсма Гуландзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В связи с 14-й годовщиной вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии президент Аслан Бжани направил письмо президенту Республики Южная Осетия Алану Гаглоеву. Совершив бесчеловечное и вероломное преступление, Грузия в очередной раз показала всему международному сообществу свои истинные цели и лицо. Стойкий и храбрый народ Южной Осетии выстоял перед натиском врага, отстоял свою независимость и свободу. Мы благодарны Российской Федерации, вставшей на защиту юго-осетинского народа, защиту справедливости и мира. Народ Республики Абхазия знает, что такое боль утраты родных и близких, и сегодня скорбит вместе с братским юго-осетинским народом, говорится в письме главы государства. Слова поддержки народу Южной Осетии в связи с 14-й годовщиной начала августовской войны также выразили спикер парламента Лаша Ашуба и МИД Абхазии. Команды военных альпинистов из Абхазии, России, Южной Осетии, Китая, Казахстана, Армении, Узбекистана, Руанды и Индии прибыли в Центр горной подготовки и выживания Терскол для участия в международном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо» армейских международных игр «Арми-2022». В ходе 3 этапов Эльбрусского кольца военным альпинистам предстоит выполнить ряд специальных задач по скалолазанию, преодолению горной полосы препятствий, стрельбе в горах в составе группы, наведению навесной переправы, ориентированию, преодолению ледового участка. Завершится конкурс испытанием на силу воли и выносливости, скоростным забегом на высоту 5642 метра к вершине Эльбруса. Международные соревнования на лучшее высокогорное подразделение стартуют 13 августа. В Венесуэлу прибыли команды стран-участниц состязания мастеров меткой стрельбы «Снайперский рубеж-2022». Боливарианская республика впервые принимает армейские международные игры на своей территории. Стрелкам из 8 стран, в том числе из Абхазии, предстоит пройти несколько этапов и продемонстрировать умение действовать в составе команды, а также высокий уровень индивидуального профессионального мастерства, физической и психологической готовности. Продолжаем выпуск. Судебное заседание по делу об амнистировании Астамура Джопу, отбывающего 20-летний срок по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, завершено. Ранее сторона обвинения МВД Республики предоставила суду документы о том, что Министерство внутренних дел не располагает сведениями об участии Астамура Джопу в военной операции по освобождению Кадорского ущелья в 2008 году. Именно заявление об участии Джопу в освобождении Кадорского ущелья, ранее предоставленное адвокатами осужденного, стало поводом для запроса об амнистировании со стороны Джопу. Суд, ссылаясь на данные МВД, постановил отказать Астамуру Джопу в амнистии, утвержденной в 2020 году парламентом Абхазии. Суд решил в удовлетворении административно-искового заявления Джопу Астамура Северьяновича к Министерству внутренних дел Республики Абхазия
о признании акта о создании комиссии МВД РА о применении постановления Народного собрания парламента Республики Абхазия от 24 сентября 2020 года и заключения комиссии об отказе применения положения акта об амнистии незаконными и их отмене отказать. Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в течение 20 дней со дня его вынесения в окончательной форме путем подачи кассационной жалобы через Сухумский городской суд. Мотивированное решение будет изготовлено 15.08.2022 года. Председательствующий судья Дрыкба. Репортаж о том, как проходило рассмотрение дела об амнистии Астамура Джопа, смотрите в информационном выпуске Амши Кушара 9 августа. Минздрав Абхазии проводит служебную проверку по факту невыхода на работу главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, сообщает Апснопресс со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Как сообщили в ведомстве, Скорик действительно отсутствует на рабочем месте с 25 июля. Людмила Вильбертовна не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах, а также не пришла на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена. Также Людмила Скорик не выходит на связь, не отвечает на телефонные звонки. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. В детском саду «Амра» стартовал новый проект «Школа профессионального мастерства» для сотрудников и руководителей детских образовательных учреждений. Наша съемочная группа посетила одну из программных лекций. Репортаж Анна Сласурия. На сегодняшний день, чтобы оставаться востребованным специалистом, недостаточно получить лишь высшее образование. Нужно регулярно совершенствовать свои навыки. Для этого необходимы курсы повышения квалификации. В рамках работы школы профессионального мастерства при поддержке Управления образования администрации Сухума в детском саду «Амра» стартовал один из подобных курсов для работников дошкольных образовательных учреждений. В проекте принимают участие представители почти всех детских садов столицы. Программа подразумевает большое количество вопросов, которые будут обсуждаться. Это работы специалистов, психологов, логопедов, музыкантов, музыкальных руководителей, физкультурных руководителей. Сегодняшний день мы начали с лекции, которая будет помогать нам использовать новые технологии в речевом развитии детей. В проведении этих семинаров задействованы ведущие специалисты и заслуженные педагоги с высшей квалификацией. Мы надеемся, что эти семинары будут, конечно, очень плодотворными. Курсы повышения квалификации для специалистов дошкольного образования Абхазии проводятся впервые. Учебно-практические занятия будут носить разный характер. В рамках прошедшей лекции обсуждались возможности использования новых технологий в речевом развитии детей дошкольного возраста, в их числе развитие звуковой и интонационной культуры речи, понимание на слух текстов и различных жанров. Занятие проводила заслуженный педагог Скидина Тамара Михайловна. Образование требует больших новых изменений. И поэтому такой творческий подход должен быть в обязательном порядке. И у нас сложилась практика, показала, что требуются большие изменения. Много интересного еще впереди. Но вы знаете, что инновационный подход к работе, он необходим в дошкольных учреждениях. И нам нужно как-то уже менять наши стереотипы. Потому что время требует нового поколения. Поколения разумных, достойных людей. В программу семинаров также включены такие направления, как инновационный потенциал педагогов, развитие детского изобразительного творчества, творческие подходы в музыкальном развитии, использование новых технологий в физическом воспитании и многие другие. Занятия будут проводиться до конца недели на территории детского сада «Амра». Анна Сласурия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Вышел в свет словарь географических названий Абхазии и других стран, изданный доктором филологических наук, руководителем Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеславом Чирикба. Словарь представляет собой первый опыт абхазско-русско-английского и русско-абхазско-английского словаря географических названий республики. Книга также включает русско-абхазский словарь географических названий зарубежных стран, краткий русско-абхазский словарь географических терминов, а также русско-абхазский словарь
этнических терминов. Издание книги осуществлено благодаря финансовой поддержке Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса Алла-Шара под руководством Мусы Экзекова. В Сухуми прошел третий открытый кубок Евразии по каратэ-до Шотокан Рюка-ЗХ, в котором приняли участие более 200 спортсменов в разных возрастных категориях из Абхазии и России. Впервые в этом мероприятии также приняли участие спортсмены из Саратовской области. Все подробности в репортаже Адицы Сагария. Третий открытый кубок Евразии по каратэ-до Шотокан Рюка-ЗХ стартовал 6 августа. В турнире приняли участие девочки и юноши от 6 до 13 лет, от 14 до 17 лет, мужчины и женщины от 18 до 50 лет. Это спортсмены из Абхазии, Татарстана, Краснодарского края, Тульской области, Москвы, Московской, Брянской, Саратовской областей. Я вас поздравляю с открытием международного турнира Кубок Евразии. Всем здесь присутствующим хочу пожелать здоровья, добра и больших международных успехов. Спасибо вам всем. А талант и труд – это всегда будет победа на мировых чемпионатах и чемпионатах мира и Олимпийских играх. Когда-то, наверное, и ваш вид спорта станет олимпийским видом. Я вас всех поздравляю, детишки, которые участвуют в этих соревнованиях. Хочу сказать спасибо организаторам, огромное спасибо всем, кто приехал в Абхазию. Как отметил руководитель главной судейской коллегии Всемирной Федерации каратэ Шотокан и главный судья турнира Дмитрий Кобзев, соревнования прошли как в офлайн, так и в онлайн формате в соответствии с правилами Всемирного союза каратэ-до Шотокан Рюка-ЗХ. В онлайн формате приняли участие представители 3 континентов – Америки, Африки и Евразии. Единственное, у детей до 11 лет по нашим правилам запрещены свободные поединки, они показывают только обусловленный поединок. А так, все правила для всех одинаковы. Более того, иногда дети показывают более высокое мастерство, чем взрослые, потому что они пока еще развиваются и гибкие, гораздо более гибче, чем старшие. Еще с 1998 года традиционно в Абхазии проходит международный семинар под руководством ведущих мировых мастеров каратэ. В этот раз в республику приехал руководитель Всемирной Федерации каратэ Игорь Садовников. Кроме этого, прошел судейский семинар, на котором разобрали нюансы судейства по ныне существующим правилам, в том числе и международным. В этот раз также приехал руководитель Всемирной Федерации каратэ Шотокан Игорь Садовников и другие специалисты с России, которые проводили совместные тренировки, семинары и для детей из Абхазии, и для детей из России. Кроме этого, был судейский семинар, на котором мы разобрали нюансы судейства по нашим правилам, которые ныне существуют, и подготовили в том числе и судей из Абхазии для проведения соревнований любого уровня, в том числе и международного. По итогам соревнований в разных возрастных категориях призовые места заняли Дмитрий Толочко, Анита Хакба и Леонид Хаджинба. Начала заниматься 8 лет назад. Пришла первый раз на соревнования, еще не планировала заниматься. Увидела, как ребята соревнуются, очень сильно понравилось и решила заниматься дальше. Вот первые 2 года получила первый дан, черный пояс, вот, и сейчас продолжаю расти. Организаторы турнира – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация каратэ-до Шотокан КЗХ Абхазии. Адица Сагария, Камила Джопа, Абхазское телевидение. 19 августа в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в рамках проекта «Гранд-опера Гала» при участии оркестра Национальной гвардии Российской Федерации и Государственной хоровой капеллы Абхазии состоится показ оперы Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале», сообщает Минкульт. Режиссер-постановщик Аслан Гатикоев. Главные партии исполняют Тимофей Паленко, Саид Габичи, Борис Степанов, Альдон Ацко, Геннадий Логинов. И в конце выпуска, по традиции, прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 8 августа, на территории Абхазии ожидается малооблачно, удушливо жаркая погода. С высоким уровнем ультрафиолетового излучения ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью 20-25, днем 28-33. Температура морской воды плюс 26. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.